Альхамдулиллах, вассалату вассалям аля расулиллах. В хадисах пророка, саллаллаху алейхи вассалям, из хадисов мы узнаем, что есть люди, которые возьмут самые великие места, самые лучшие места займут в раю. И есть люди, которые займут самые низкие места. Но это все равно будет рай. И сегодня хочу напомнить всем хадис, историю, когда в рай войдет самый грешный мусульманин. Он войдет самым последним. И у него грехи простятся в последнюю очередь. То есть из всей истории человечества он войдет в рай последним. После него уже никто в рай не зайдет. Получается, он выйдет из ада последним. И, соответственно, это будет самый грешный, но, альхамдулиллах, мусульманин. Потому что, если бы он не был мусульманином, он бы остался в аду вечно. Поэтому человек, который встречается с ангелом смерти, будучи мусульманином, будучи верующим, с верой в сердце, но, к сожалению, с грехами, да, он будет пребывать в аду, хотя Аллах может простить все наши грехи, но он когда-нибудь, по милости Аллаха и по его прощению, он покинет ад и найдет свое место в раю. И вот Абдуллах ибн Мас'уд рассказывает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: последним, кто войдет в рай, станет мужчина, человек, который только-только покинет ад. Получается, до этого Аллах захотел, чтобы он пребывал в аду, понес наказание за все свои грехи. И вот этот человек, все, он поплатился за свои грехи, понес наказание, пришло время ему покинуть ад, и вот он выходит, покидает ад и заходит в рай. И пророк, алейхиссаляту вассалям, рассказывает, он идет спотыкаясь. То есть он только-только вышел оттуда, и еще огонь адский вот-вот его догоняет. Это как человек, который выходит с пожара, где-то у него еще горит, весь обгоревший. В каком-то хадисе говорится, что он какое-то время ползет, какое-то время идет. Все, он обессилен, он понес наказание, вот он покинул ад, альхамдулиллах. И минуя ад, все, ад уже позади, все, он прошел ад. Он поворачивается в сторону ада, пока еще рая нет, рай там, он еще не видел рая. Но для него самое большое счастье какое? Альхамдулиллах, джаханнам битта. Все, ада нет. И он поворачивается назад, смотрит в ад и говорит: Табаракаллади наджани минк. То есть благословен Аллах, который спас меня от тебя. Все, тебя нет уже. И тогда он скажет следующие слова: Аллах сегодня одарил меня тем, чем не одарял никого из людей. Ни первых, ни из первых, ни из последних. То есть в его сердце будет такая радость, такое счастье только от того, что он покинул ад. Все, джаханнама нет. И он будет думать, что он самый счастливый человек в истории человечества. То, что Аллах вытащил его из этой бездны, из огня, ему даст такое счастье, что он скажет: вот такого Аллах никому не давал, как мне. То есть ни из первых, ни из последних. Вот представьте себе, как он, когда он сам познал, что такое ад, еще рая нет.
Еще он не видел то, что ждет его в раю. То, что он уже избавился от ада, это делает его самым счастливым человеком, как он думает, в истории человечества. Никому Аллах такого счастья не давал. Он так будет радоваться и благодарить Аллаха за это. И это наша природа, дорогие братья. Это наша природа. Когда Аллах даже просто элементарную какую-то проблему дает в жизни, и через некоторое время Аллах забирает у нас эту проблему, после тяжести приходит облегчение, мы радуемся. Мы радуемся не потому, что что-то Аллах нам дал. Мы радуемся, потому что зуб перестал болеть. Мы радуемся, потому что рука снова начала слушаться, или что-то перестало болеть. Мы просто радуемся за это. Хотя Аллах еще ничего не дал. Он просто забрал проблему нашу. Вот он. Покидая ад, он смотрит на это и говорит: «Альхамдулилля, я самый счастливый человек в мире. Все, счастливее меня никого нет». И он благодарит Аллаха. Но проходит время. И Аллах Тааля дает ему возможность увидеть дерево райское. Пока оно далеко от него, но, альхамдулилля, он уже не в аду. Он смотрит на это дерево издалека. Ему так хочется уже быть ближе к этому дереву. И он начинает обращаться к Аллаху. «О Аллах, приблизь меня к этому дереву, чтобы я просто там где-то в тенечке посидел, утолил жажду. Просто вот дай мне возможность посидеть возле этого дерева». Аллах слышит его мольбу и говорит ему: «О сын Адама, если я позволю тебе это, если я тебе дам возможность посидеть возле этого дерева, ты не попросишь у меня больше? Ты же можешь еще больше просить. А ты не будешь больше просить у меня ничего». И этот человек, который только-только покинул ад, но уже присмотрелся к этому дереву, все, мы идем вперед, Аллах, да? И он говорит: «Аллах, конечно, нет. Нет, ты просто мне дай возможность посидеть возле этого дерева, попить, утолить жажду, и все, я больше ничего у тебя просить не буду». «Нет», сказал. И он обещает Аллаху. Он обещает: «Я, Аллах, обещаю, я ничего у тебя больше просить не буду». И тогда Всевышний Аллах простит его. За что? За то, что он обещал то, чего он не сможет сделать. Потому что Аллах знает, что когда он увидит это дерево, познает сладость рая, он, конечно же, попросит больше. Аллах это знает. И Аллах, зная это, прощает его и дает ему возможность приблизиться к этому дереву. Аллах приближает его к дереву, и он укроется, пророк рассказывает, в его тени и напьется оттуда воды. Все, альхамдулилля, начало рая, да, райские наслаждения. И, конечно, Аллах знает, что он будет просить дальше. Через некоторое время Аллах показывает ему следующее дерево, которое еще прекраснее. Да, у него хорошее дерево, он напился, наелся, все у него хорошо. Но есть проблема. Впереди Аллах ему дает возможность увидеть еще лучшее дерево. Оно еще прекраснее. И он смотрит, сидит под деревом и смотрит туда. Это мы люди. Так ведь? Помните, 10 лет назад, какую машину просили у Аллаха? И какую машину сегодня просите? А? Какую выручку у нас бизнесмены просили год назад, 2 года назад? Какую сегодня просят? Да? Это мы люди. И вот он в раю сидит под деревом. Все, сначала он хотел одного, избавиться от ада. Аллах избавил его от ада. Но потом ему этого не хватило. Он попросил первое дерево. Аллах спросил: «Я дам тебе, но ты не будешь просить у меня больше?» Он обещал. Но когда увидел второе дерево, он снова воззвал к Аллаху: «Аллах,
дай мне это дерево, приблизь меня к этому, можно мне дальше пойти, посидеть возле этого дерева, напиться воды. И Аллах тогда скажет: о сын Адама, разве ты не обещал мне перед первым деревом, что ты больше у меня просить не будешь? И очевидно, если я тебе дам второе дерево, ты попросишь у меня еще больше. И тогда он обещает: Аллах, вот это дерево дай мне, больше я у тебя просить не буду. Все, больше вот это дерево, потому что глаза уже увидели, он уже там посмотрел все, он уверен, что там еще лучше. И он обещал Аллаху, что больше ни о чем просить не будет. Но Аллах его простил. Простил, потому что Аллах знает, что как только он сядет возле второго дерева, он не устоит перед этими наслаждениями, которые Аллах Тааля приготовил. И Аллах приблизит его к этому дереву, и он укроется в его тени, и напьется оттуда воды, а потом увидит следующее дерево. Потом увидит врата рая и наслаждение там. И оно, следующее, будет еще прекраснее, чем эти два предыдущие. Все, дальше, рай. То есть эти два дерева, они уже его. Туда он уже не хочет, ад он уже забыл про ад. Какой же будет рай, если он все время будет? И поэтому он увидит, что это дерево еще прекраснее, чем два предыдущих, и он скажет: о Аллах, приблизь меня к тому дереву, чтобы я укрылся в его тени и напился оттуда, и я больше ничего у тебя просить не буду. Все, обещаю, вот это третье дерево, и я ни о чем тебя не попрошу. И тогда Аллах скажет ему: о сын Адама, ты же обещал мне. Ты обещал мне. Он кому обещал? Аллаху. Конечно, он это все честно, искренне делал. Потому что он не знал, что за вторым деревом есть еще третье, еще прекрасное дерево. Да? И Аллах скажет: разве ты не обещал, что больше ни о чем не попросишь меня? И он скажет: о Аллах, я обещал тебе, но теперь еще больше ни о чем не попрошу. Я еще раз тебе обещаю, дай мне третье дерево, и я не буду просить тебя больше. И могущий великий Аллах снова простит его. Пророк говорит: Аллах его снова простит. Потому что Аллах знает, что он увидит после третьего дерева то, перед чем не сможет устоять. То есть Аллах знает, что он приготовил после третьего дерева то, увидев это, он не сможет устоять. И он обязательно у Аллаха попросит то, что еще лучше. Поэтому Аллах заранее простит его. И Аллах приблизит его к этому третьему дереву. И тогда он услышит голоса обитателей рая. До этого он еще не слышал. Он услышит, как там люди живут в раю, смеются, радуются, общаются, а он же еще не дошел до рая. И тогда он скажет: Аллах, позволь мне войти туда. Киртинда минашунда, киртинда. Да? И Аллах скажет: о сын Адама, что заставит тебя остановиться? То есть, когда ты перестанешь просить у меня еще больше, и Аллах скажет ему: ты будешь доволен, если я дам тебе все, что вмещал твой земной мир. Вот это дунья, планета Земля, со всеми своими наслаждениями, богатствами, да? Вот Аллах говорит: ты будешь доволен мной, если я тебе дам все, что может вместить в себя вот этот мир, дунья. Все, что я заполню, это будет твое, да? И еще столько же. То есть я тебе дам в 2 раза больше, что может поместить вот эта дунья, вся дунья. И тогда он не поверит в это. И он скажет: о Аллах, ты же Господь небес и земли, ты почему издеваешься надо мной? Он прямо так скажет: ты почему насмехаешься надо мной? Не надо надо мной издеваться. То есть он не мог представить,
что вот самый худший из мусульман, Аллах ему может дать то, что может вместить два дунья, два мирских жизни. То есть он не мог себе даже представить, и он скажет: о Аллах, нельзя тебе издеваться надо мной, ты же Господь небес и земли. Это обычно люди смеются друг над другом, подшучивают, да, а тебе нельзя это делать. И тут Абдулла ибн Мас'уд, который рассказывал уже табигинам этот хадис, он засмеялся. Он засмеялся и спросил: почему вы у меня не спрашиваете, почему я смеюсь? Почему не спрашиваете, почему я смеюсь? И тогда люди спросили: почему ты смеешься? И он сказал: когда эти слова рассказывал пророк, он также засмеялся. Он также засмеялся. И люди спросили: о посланник Аллаха, почему ты смеешься? И он сказал: я смеюсь, потому что в это время засмеялся сам Господь. То есть, когда этот человек сказал: о Аллах, ты почему издеваешься надо мной? Ты почему шутишь так? Ты же Господь небес, тебе нельзя так издеваться. И пророк говорит: я засмеялся, потому что Господь миров засмеялся. Когда тот человек спросит его: неужели ты насмехаешься надо мной? Ведь ты же Господь миров. И Аллах скажет ему: я не издеваюсь над тобой, но я способен на все, что пожелаю. И Аллах дает ему то, что может вместить в себя два мира. Два мира. И в каких-то преданиях, риваяты, очень много риваятов этого хадиса, вариантов, разные случаи, разные сподвижники передавали. Где-то говорится, что Аллах еще в 10 раз больше ему даст, чем эта мирская жизнь. Поэтому вот, дорогие братья, этот вариант хадиса, риваят в сборниках имама Муслима, вот это то, что Аллах даст кому? Самому слабому, самому, скажем так, наихудшему мусульманину, самому грешному мусульманину Аллах даст. И невозможно представить то, что Аллах приготовил для богобоязненных, для ахлю таква, которые подчинялись приказам Всевышнего Аллаха, остерегались Его запретов, для праведников. Что Аллах там приготовил? Мы даже не можем себе представить, не можем ни нарисовать, ни во сне увидеть. Поэтому дай Аллах нам творить такие дела, которые будут причиной того, что Аллах ведет нас в райские сады и, иншаллах, спасет нас убережет нас от адского наказания. Субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.